Сибирская язва – смертельное и опасное инфекционное заболевание. У человека в современном мире встречается довольно редко. Однако у крупного рогатого скота, коз, овец и лошадей случаи заболевания нередки. Подозрения на то, что домашний скот в Абхазии заражен сибирской язвой, возникали несколько раз. К счастью, они не подтверждались, но вакцинация от сибирской язвы проводится ежегодно, повсеместно во всех районах Абхазии. Сибирская язва у нас, исходя из того, что встречалась повсеместно во всей республике в прошлом веке, в позапрошлом веке, а возбудитель данного заболевания длительное время, столетиями может сохранять свою болезнетворность в почве, в земле, поэтому необходимо проводить повсюду. Помимо сибирской язвы, этой осенью пройдет вакцинация от ящура, острого, очень заразного вирусного заболевания домашнего скота. Частично вакцинация против ящура уже была проведена весной этого года в самых опасных зонах – Галском и Ткачальском районах. Ящур мгновенно распространяется, это вирусная болезнь, и поэтому мы страхуемся, чтобы к нам не перекинулась ящур, это болезнь с районов Грузии. Там есть очаги. В прошлом, лет 20-25 назад, к нам проникала эта болезнь оттуда. Поэтому необходимо прививать скот для того, чтобы опять этого не случилось. Ящуром человек может болеть, это не часто бывает. У человека есть определенная устойчивость против данного заболевания в сравнении с сибирской язвой. В рамках сезонной профилактики ветеринарные службы Абхазии также проводят диагностические исследования бруцеллеза и туберкулеза у животных. Туберкулез среди домашнего и мелкого рогатого скота встречается крайне редко. Что касается бруцеллеза, то весной этого года заболевание было выявлено в городе Пицунда. По плану работы мы проводим, естественно, диагностические мероприятия. Это взятие крови, исследования в республиканской ветеринарной лаборатории. Ежегодно это и весной, и осенью. Сейчас наступила эта пора, и наши специалисты в пределах октября, ноября месяца и с небольшим охватом декабря, может быть, также будут проводить взятие крови у крупного рогатого скота. Против бруцеллеза это в основном дойное поголовье, потому что бруцеллез – это опасное заболевание, которое может передаваться через молочные продукты. И поэтому это делается во всех регионах, во всех районах республики. Ежегодно перед проведением вакцинации животных в администрациях районов проводят собрания, где главный ветеринарный врач рассказывает о правилах и сроках вакцинации. Активности нету, прямо скажем, потому что люди опасаются заболевания, когда оно уже есть. Хочу обратиться к населению, чтобы оказывали содействие как главы администрации сел, так и само население, владельцы животных, что это очень важное мероприятие. Многие люди не просто сами употребляют в пищу сыр, молоко, другие продукты молочные, но они еще и реализуют на рынках, и об этом нельзя забывать. Лечение и профилактика опасных заболеваний – необходимые условия содержания домашнего скота. И в первую очередь за здоровьем животных должны следить их владельцы. И хотя на сегодняшний день в республике отсутствуют серьезные заболевания крупного рогатого скота, как отмечают специалисты, делать ежегодную вакцинацию необходимо. Сария Гварацхеля, Инна Лагухава, Абхазское телевидение.